Первый объект – Гагарская средняя школа номер 1. Здесь полностью демонтировано старое строение. Сейчас ведутся работы по вывозу строительного мусора. В ближайшие дни начнется строительство новой, соответствующей всем современным требованиям школы. Бюджет работ составляет 371 миллион рублей. Следующий объект – Лыхнинская средняя школа имени Платона Шакрыл. Восстановительные работы здесь ведутся уже около недели. Изучаем объект в очень плачевном состоянии. С 1982 года здесь никакие работы не проводились. Панели все расшатаны, все кривые, ригеля кривые. Все приходится равнять. Очень много сюда надо приложить усилий и средств. Эксперты должны приехать завтра, будем изучать, где-то какие-то узлы усиливать, где-то как-то равнять, вот будем положение как-то выходить. Беслан Барцыц и Лев Кузнецов ознакомились с ходом работ. Генеральный подрядчик стройки Гудаута Сервис Строй. Лыхнинская школа после восстановления будет полностью соответствовать стандартам 21 века. И это во многом зависит от людей, которые будут здесь трудиться, отметил Лев Кузнецов. Чтобы, знаете, была школа, как люди здесь приходят в храм, да, также приходили в школу, и это было того же уровня. Дай Бог, что так мы смогли. Все от вас зависит. Мы сделаем это. Сделайте. На время строительных работ дети, которые здесь обучаются, будут распределены по другим школам, так как находиться здесь небезопасно. По окончании ремонта школа сможет принять более 600 учащихся. Беслан Барцыц и Лев Кузнецов осмотрели спортзал и классы школы, в которых до сегодняшнего дня не прекращался учебный процесс. Лев Кузнецов выразил пожелание, чтобы в новом спортзале постелили специальное современное покрытие. Зал шикарный, хороший, из него конфетку можно сделать. Здесь хорошо не только ребята, здесь и районные соревнования, все площади. Как подчеркнул Лев Кузнецов, деньги выделены, но сейчас в России очень большая конкуренция за лимиты, и очень важно их максимально освоить. Вы знаете, у нас в России проектный подход. Здесь мы видим именно такая структура нашей программы. И строители тоже говорят и понимают ответственность. Поэтому пожелаем успехов всем нам, для того, чтобы не подвести президентов, которые приняли решение, договорились и, опять же, максимально выполняют все для того, чтобы республика развивалась. Нам оказано доверие, лимиты увеличены. И наша с вами задача при контроле этой ситуации, чтобы лимиты были освоены правильно, качественно и в срок. И я думаю, что этот результат, который ставим мы все перед собой, будет достигнут. То, что значение имеет школа, что была проблема очень серьезная с условиями здесь образовательного процесса. Мы все это с вами сегодня посмотрели, и строители нас заверяют о том, что в установленные сроки всю ситуацию они улучшат. Школа будет современная, оснащенная по всем последним требованиям. Далее Беслан Барцыц и Лев Кузнецов направились в Сухум. Ирина Аршева, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.